Урыт эфирная информационная программа «Вести Кудымкар». Студия Татьяна Конюкова. Ведет Аталуня выпускын. Кудымкарын помощис учитель года немавермашем Кин Лоис Медбурвелатишен. Школа эзен фондиса примитны луан первоклассник из Аймам Мешень заявлению из. Тот со скульптор из чулатаны студенты с занятий из мы дорон явелатыны томотирас. Кудымкарын велич Бориса Медбурвелатишес. Учитель года 2019 немавермашем елыш пашкыджика ожланша сюжетін. Вид Луншарна Карич Велатишес участвует в сейпеше с образованием главные конкурсы. Некши савермашем торжественный этап вылын. Тыдны кинеспети савермишезен. Велатишес навермашем того участвует издас педагог, профессионализм и вылын мастерство. Быть хоть куже мездашема методы уджа пыртиса и мычалиса, дошкольное образование уджалищез, школа эзиш велатишес, педагогис психологез. Удивили тем, что умели зажечь своих обучающихся идеями, которые развивали у детей познавательный интерес добывания знаний и применения этих знаний в практических заданиях. Это было очень здорово. Все учителя были достойны, то есть изюминки педагогические, именно вот свое какое-то профессиональное умение они как раз вкладывали на открытых уроках конкурса «Учитель года». Оценивали самое первое – это профессионализм, некие педагогические находки, которые были представлены на открытых уроках конкурса. Учитель года немавермашем Кудымкарын чулалис когда как я мысетиш того вильвынен да вермем мезен конкурс лишь буд участник кезес оттялися сертификат тезен да диплом мезен Велатишес ошкиса мастер-классы и блиц выступление спонда. Это этап с организаторы злышатиса медоджаиш жюри донтис буд педагог лишь удж и примитис решение шуну призеран буд мортес Николасич Бориса Вермишес. Скутер Татьяна Александровна. Будас гажес шовкетем да поздравления с эта минута кожналися в КМСет номера школа иш конкурсантла Татьяна Скутер, бошта велатишлан конкурс вулен вермем немедоджаиш. Я очень рада, я получила настоящее удовлетворение и меня переполняют разные эмоции. Хочу сказать всем большое спасибо. Эти дни были интересными, они были напряженными и вместе с тем они доставили много удовольствия от общения с детьми, с родителями, с коллегами. Я получаю вообще удовольствие от работы, мне нравится работать и с детьми, и с родителями, и, может быть, жюри отметила именно вот радость, которую я получаю от работы, и их это порадовало тоже. Быт конкурсантла дынжи шут пешлана ашес никок не вермашемын и тырт нышелом адреналинен да пым чувствуезен. За победителя рада, она молодец. Во время конкурсных испытаний испытывала только положительные эмоции, так как эмоциональный интеллект педагога – это ключ к успеху ребенка. Во время конкурсных испытаний также познакомилась со многими людьми, получила определенный опыт знаний, которые, безусловно, буду в дальнейшем использовать в своей работе. Будущим конкурсантам пожелаю только успехов, чтобы все у них получилось, чтобы прошли все испытания успешно. Учитель года анима конкурс Ланвермиш Тава Лоис Этик, победитель Очлань Краин по нас вермашны Буржик Велатишескат. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Матын кат борьюны кага понда велатчанин. Медоджа классы за заявление из пондаса примитно февраль месяц чань. В 2019-2020 учебном году мы ожидаем в городе Кудымкаре около 500 первоклассников, но это немножко меньше, чем в предыдущий год. В соответствии с законом об образовании до 1 февраля все школы начинают прием заявлений в 1 класс, поэтому ждут директора, комиссии по приему заявлений, всех родителей, которые уже могут подать заявление для обучения ребенка в 1 классе. Не изменились у нас в этом году границы микрорайонов, закрепленных за школами, поэтому эти документы все родители могут посмотреть на сайтах школ.
Заявление можно написать в каждой школе, а к заявлению необходимо приложить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка и родителя. Школа езен пондачи с первоклассники езлан прием черты удж, а имаме заскорона аскада гижны заявлению из. Кати вильвила чан годочка дысашем, но аймаме з анышан не пондиса кошина аслан спи с понда школы из. Кариш образовательное учреждение из пондатиса заявление из лишь прием. Аны челять данылан аймаме з вермаса борины школа да класс, кычалоктаса сентябрь меду джалуна. Кариш мадик номера школа анета уджисмуна быт прущакола накада. В соответствии с законодательством Российской Федерации мы начали прием заявлений от родителей будущих первоклассников, которые начнут обучение в нашей школе с 1 сентября 2019 года. Родители достаточно активно пишут заявления. На сегодняшний день у нас уже 107 заявлений. Мы планируем 4 класса. При этом мы соблюдаем микрорайоны, на которые поделен наш город. И на сегодняшний день у нас зачислено 47 человек, детей, которые проживают в микрорайоне нашей школы. Остальные заявления будут рассмотрены 1 июля этого года, после того, как будут зачислены все дети, проживающие в микрорайоне нашей школы. Сыч Екатерина Ланлоктан величан года кагам на смеду джа класса. Борьюны дыресков, и никакой вещерты, это величан заведение сила буратыца. И дачи сдаиматыш отер муниса эта школа пырьет. Это кадачся агижесни заявлению давай из колана документез. В этом году мой ребенок идет в 1 класс. Выбирая среди всех школ города, мы приняли в семье решение, что ребенок, так же, как, собственно говоря, все, наверное, члены нашей семьи, пойдет во 2 школу. Этой школе мы доверяем, в принципе, мы ее знаем. Кариш мадик школа зансиджа вичишены аймамме заскаднылан челядь виль года мунаса велачины. Буде свермаса барины колана не понда класс, баитны велатышескат, кадна примитаса челядес. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Кариш прокуратура анмунис пашкат мероприятие. Сывылын шорнимунис чулалам годчерти нуатам уджилыш. Сиджа сутатиса 2019 год была виль моггез. Правопорядок да законность отерлиш право здорием и координационный уч, когда и там правоохранительные органы зан учкат. Ло кариш прокуратура лунколана моган. Шармогги шерты уджалым елиш баитиса итоговое совещание вылын. Увеличилось 4,5 раза число выявленных нарушений законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 23 до 104. Увеличилось на 147% количество выявленных представлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 17 до 25. В 2,8 раза возросло количество привлеченных лиц к дисциплинарной ответственности с 8 против 23. Пристальное внимание требует кредиторская, дебиторская задолженность ООО «Кудымкарские тепловые сети», передового «Газпром», Межрегионгаз. В связи с чем прокурором города принимались меры к погашению задолженности путем внесения представлений об устранении нарушений закона. По представлению в адрес директора ООО «КТС» предприятием оплачена задолженность сумму более 9 миллионов рублей. 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурорское вмешательство позволило предотвратить начало срыва отопительного сезона. Год Коста прокуратура анвалипет к этому, как я еще, когда снёл закончу гам. Эта структура лан контролю в тен быт сфера. Не очлан шине на туезн состояние шерен, баричина недобросовестный подрядчик кескат и строитель скат. Шине на отлан трудовое право и заработная плата вештам шерен. Колем года карич прокуратура индет с мировой суда, нёльшо видаска к заявлению, бергетам вештатам удж дон понда. За истекший период 2018 года проверено 85 лесопильных комплексов, аналогичный период 75. Проверками охвачены все хозяйствующие субъекты малых лесопильных комплексов. Всего в рассматриваемой сфере выявлено 472 нарушения закона. В сфере охраны окружающей среды внимание было уделено охране вод и атмосферного воздуха, охране и использованию животного мира, лесопользованию. Количество выявленных нарушений увеличилось в 2,5 раза с 92 до 228. Муниципалитет тысяч администрация скат отла сауджалым кустасиджа великером пашкат удж. Кудымкарский район черт проблема из-за колчина туизлан содержанию, это решби дауланиннез. Самым проблематичным в прошлом году для нас было исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. И все-таки в конце прошлого года мы смогли приобрести 4 жилых дома. В результате совместно проведенной работы на этот год стоимость квадратного
метра в нашем районе составила 29 892 рубля. И я думаю, что в этом году нам намного проще будет в дальнейшем решать вопросы по обеспечению жильем детей-сирот. Кажмытым шоге совещание вылым Бориса Ытлан. Районын юралыштыны юашем чужиса и Карлан отжиша прокурорлан. Была такая животрепещущая проблема, как незаконная добыча полезных ископаемых. То есть вы заключаете контракты на ремонт дорог, как правило, заявляются местные предприниматели, а на территории района ни одного лицензированного карьера нет. Ну и в результате это стоило должностей 2 главам поселений и даже были привлечены к уголовной ответственности. Вот сейчас как-то проблема сдвинулась с мертвой точки. Мы никому не даем разрешения на использование местных карьеров, которые не лицензированы. Аймамта кольчам челядла оланинне щетам датуе злан ремонт. Лоуна Кудымкарский районлан шармоггезен, каднака циджи торечис юралиш. Совещание вылым Бориса и Мадык районный злич проблемы из. В северных районах работа по изъятию не оформленных должным образом земельных паев, не используемых по прямому назначению, целевому, по сути не проводится эта работа. Потому что сегодня до нас доходят слухи, что земли, которые должным образом не оформлены, как принято в деревне, передаются и продаются из рук в руки. На этих землях возводятся строения, при этом земля официальным образом никому не принадлежит. Кудымкарская городская прокуратура прокурор примите совещание вылын решению кычапырис дасетик пункт. Кадна вылын пондаса уджавна кыч прокуратура сиджимадик ведомства из. Карич прокуратура тавышуиса медбуран краин. Это ан заслуга быцен коллективлан. Кудымкар это больше, чем просто городская территория, потому что он служит ориентиром для прокуратур Коми Пермянского округа, но и в целом иные территории, и прокуратура края тоже во многом использует опыт, наработанный в прокуратуре города Кудымкара. Коллектив прокуратуры находится на хорошем счету, один из самых опытных коллективов. То есть в целом все задачи реализованы, существенных нареканий со стороны прокуратуры края к деятельности городской прокуратуры нет. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Кудымкариш чрезвычайной ситуации шарты комиссия пондати сыджитвая скажела, чем шарты удж. Администрация анчулалась медоджа панташем. Администрация чрезвычайной ситуации шарты комиссия лишит из тулыша уджез вела план медоджа акшем велам Бориса медта чанаюала мез. Повестка дня. Первый вопрос о выполнении плана работ КЧС Кудымкара за 2018 год. Второй об обеспечении об оперативной обстановке с пожарами на территории города Кудымкара. Третий вопрос о подготовке к паводку 2019 года на территории города Кудымкара. Четвертый утверждение плана работы КЧС на 2019 год и разные вопросы. Быт год комиссия акта уджалан группа и лошадча удждвая скежа. Того не сиджавичишена, инваю поденчатам шарты чулатам уджез быршань, только локтан тулус мычалас вылия нын мог, и кычам шогмис результат. Самое основное – это подготовка к паводку 2019 года на территории города Кудымкара. На сегодняшний день у нас есть проект постановления по прошлому году. Соответственно, мы этот проект постановления должны утвердить до 15 февраля, чтобы мы работали четко по определенному документу, который будет регламентировать все работы, которые производиться будут у нас в течение вот этих 4 месяцев до прохождения паводка. Будет создана рабочая группа. У нас обязательно будут туда включены приглашенные, это коммунальные предприятия обязательно. Почему? Потому что содержание домов по подрядчику обязательно подрядчик. Тут отсутствует, но значит дополнение эти сразу же включим. Значит, у нас будут коммунальные предприятия, новый комбинат по благоустройству обязательно будет включен. Также будут задействованы и тепловые сети, и электросети. Водоканал он непосредственно. Потому что возникнут могут различные ситуации, необходимое отключение, скажем, водопровода, отключение электроосвещения, отключение газовых там, систем определенных, которые у нас есть. Возможно, и понадобится отключение тепла. Качам бы бур прогнозис эскас и подрядчик, когда год коста уджалис ювелен, администрация примита бы досмерез, медбытулы шаваез эс чушта умальса, и отерлиш Оланда безопасность не мезджуг. Состояние шамдоры сняты, то есть транзит полный 100%. Затем план смягчения рисков разработан, направлен в Главное управление на согласование.
Осенью у нас нашими коммунальными предприятиями водосточные стойкие каналы были очищены. Качаслан уджалан группа вилиш экшаслуктан неделя вылын. Медбыбори на примитом план и ТЦ сыкат МЧС дамадик важной структура языч специалисты ЗАС. Ирина Патуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Ювелын безопасность шарты правила из ушката тадвыла оти раздорьем шарты управления лан юралыш. Тавчачериалам не пырмуна бура. Рыбаки очень любят этот период рыбачить, выходят на лед. Значит, администрация города Кудымкара предупреждает об опасности, которая у нас несет в себе вода. Да? Это в зимнее время это лед, тонкий лед. Крайне опасно выходить на тонкий лед, вот, рыбачить, ездить на буранах, на технике какой-то. Значит, администрация города Кудымкара по гидротехническому сооружению по дамбе вывесила запрещающие знаки, предупреждающие об опасности выхода на лед. Поэтому, когда рыбаки идут, нужно немножко понимать, что толпой и проходить не надо, на буранах заезжать, на технике какой-то. Вот. Конечно, рыбачить надо только в тех местах, где толстый лед, и не пробуривать дырки очень плотно, да, вот когда бурятся, рыбачат, вот, друг другу плотно не садиться, проверять, если толщина льда уже толстая позволяет, тогда, конечно, можно садиться и рыбачить. Пермский край оштиса каин извела спортивной воралем. Минприроды гижис приказ, когда он примитом решение чинтный прикам ешь вырезен каин незлищ лыд. Регулирует на каин незлищ лыд Пермский край вырезен пондочса декабрь месячень. Округиш охотинспектор из это направление шарты анинуата на пачка тудж. Медбакаин нез эспета деревня из и дугдиса шойна горд подас. В рамках регулирования численности можно добыть до 20 особей на муниципалитет, где есть охотничьи угодья. Вот, значит, добыча разрешена методом отстрела и также отлова давящими капканами и следовыми капканами, которые при других видах охоты запрещены. Они выралища шни на хищнике шерн краеш быть территориан, каин незвела на спортивный выралым. Во всех районах сформированы бригады охотников, вот, то есть, которые готовы собраться по конкретному случаю, по конкретной информации. В начале января волки в Гаинском районе выходили, значит, в населенный пункт. Это, значит, у нас Серебрянка, Ущерная. В остальных районах пока волки вблизи населенных пунктов не отмечались. Год коста каин чуек квать, а кыри унажик вармасас. Хищный зверь лишь лычинтем ворвала нем умальса озвай. У нас любительская спортивная охота на волка продолжается сезон до 28 февраля этого года. Значит, охота в целях регулирования численности осуществляется на основании разрешения. Вот. Значит, охотпользователи получают у нас в охотуправлении бланки разрешений. Вот. Ими выписывается это разрешение, также, значит, выписываются путевки, составляется это, охота может осуществляться коллективно, значит, соответственно, составляются списки охотников. Значит, что касаемо общедоступных охотничьих угодий, значит, разрешения выписываются штатным работникам управления, то бишь охотинспекторам. Вот. И, значит, бригада, в состав бригады включаются охотники. Также составляется список охотников. Февраль месяц богатый бытко двермащем мезда мероприятия звыла. Мы ветчичный карищал исчезла, виджета оджлань. Приглашаем всех и горожан, и гостей на все наши праздничные мероприятия. И уже 9 февраля, в субботу предстоящую, всех горожан ждем на Лыжне России, на нашем трамплине, где состоятся не просто забеги наших лыжников, не только профессионалов-спортсменов, но и всех, кто сегодня считает, что здоровый образ жизни – это главный союзник нашего здоровья. Горожане, которые примут участие в этом лыжном забеге, повторяюсь, 9 февраля,
старт 12:00 на трамплине и получат от этого истинное удовольствие. А неделю спустя, 16 февраля, приглашаем на другое, не менее значимое мероприятие, этнокультурную акцию «Богатырский пробег». Это у нас уже второй год подряд акция проводится. Она пройдет по центральным улицам города Кудымкара. Старт этой акции будет дан на Красной Горке в районе городского пляжа. Приглашаем для регистрации на это мероприятие 16 февраля к 11 часам. 13:00 ждет не просто финиш, а горячий финиш. Будут поить чаем всех, кто примет самое активное участие в этом очень важном богатырском пробеге. Пермяцкой политехнической техникумын пондачис скульптура в этнодизайне нима программалан кыкат курс. Мы явелатаны студенты за пермской скульпторес Тадис Дмитрий Буланов. Прежде чем приступить к созданию своего первого макета, студент Кудымкарского техникума Дамир Котельников на лекциях узнал историю коми-пермяцкого эпоса и основы создания фигур из гипса. На пару дней ему предстоит стать настоящим скульптором. Мы из глины, сначала рисовали на бумаге, потом из глины то, что нарисовали, лепили. В рамках творческой лаборатории мастер-класс дают художники и скульпторы Валентина Ракишева и Вячеслав Просвернов, создатели скульптуры Кудымоша в Кудымкаре. Профессионалы помогают студентам по нарисованному макету слепить из глины фигуру. Здесь как вымышленные образы, которые мы придумали сами, и герои коми-пермяцких сказок. После каждую фигуру объединили в общую композицию, и это только половина работы. После все заливают специальным герметиком. Уже через несколько часов герметик затвердеет и получится форма. В нее будут заливать гипс, и только после этого композиция будет готова. Причем форму можно будет использовать несколько раз. Первую композицию планируют разместить в стенах техникума. То есть результат сегодня мы уже видим. Результат очень интересный. Они полепили по отдельности каждый свой образ на коми-пермяцкую тему. Это коми-морд или это чуд какой-нибудь там. Вот. А далее они все это сняли и соединили вместе с нами, совместно объединили в общую композицию, такую как скульптурное панно, которое в дальнейшем мы снимаем форму, и эта форма будет можно ее использовать для гипсовых моделей. Дальше появляются гипсовые модели, уже освобождается глина, и, пожалуйста, можно ее использовать, это панно, в интерьере. В интерьере этого же политехнического техникума они могут сделать сколь угодно таких изображений, да, и с помощью специалистов, штукатуров, маляров смонтировать. Вот цель-то какая, то есть готовый продукт должен получиться у них. На мастер-классы могли прийти все желающие. Дамир Котельников уверен, что подобные навыки могут и пригодиться в будущей профессии. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Это был Миян Будес, Аджишлытач, Вильпанташемач.